Салям алейкум. Сегодня мы беседуем с замечательной Дилярой Ханум Якубовой, владелицей этнокомплекса Одун Базар Хапусы. Диляра Ханум, как ваше настроение на самоизоляции? Ну, Как проходит настроение карантин? хорошее, весеннее. И самоизоляция, такое грозное слово, на самом деле такой еще раз очередной вызов, но он весной, в такую прекрасную погоду пришел, он позволил всей семье собраться дома. В принципе, я из этого не делаю трагедии, это тот вызов, который должен был быть, и надо из него черпать какой-то позитив. Это возможность с семьей где-то больше пообщаться, где-то там выйти во двор и что-то посадить, то, что будет радовать глаз, если у кого есть этот двор. Ну, пока мне кажется, что мы справляемся, и у нас есть такая постоянная привычка общаться, и для нас это не выход из зоны комфорта. В общем, вы не унываете. Нет. Это здорово. Пример для нас всех, как нужно себя, наверное, вести в этой ситуации. Диляра Ханум, ваш этнокомплекс знают практически все, да, наверное, все знают. Это такая визитная карточка не только Кизлева, но и всего Крыма. Расскажите, с чего все начиналось? Это начиналось больше 20 лет назад вроде как. Вообще вся эта идея возникла. И какие изначально Да. были мысли? Да, это начиналось давно. Я уже говорила, как в песне у Макаревича, а помнишь, как все начиналось? А начиналось все где-то помнишь, где-то не помнишь. Но на самом деле начиналось с того, что в этой части города у городских властей было понимание, что был когда-то вот что-то такое, принадлежащее средневековому периоду, а этому предшествовала конференция, инициатором которых отчасти были и мы, в том числе 2500 лет городу, где впервые город столкнулся с тем, что, оказывается, города так много. И за ним шло остальное, а что же было в этом городе и так далее. И нам сказали, что ну вот возьмите, вот здесь вот когда-то были ворота в средневекового периода, татарского периода, не хотите ли вы взять и попытаться что-то здесь сделать? И мы были седьмыми в перечне тех, кому предложили. Но мало кто мог за это взяться, это был не бизнес-проект, там историей заниматься, там музей строить, и вообще о том, что будет музей, никто не думал. Это было мало кому интересно, но нам было интересно, потому что это относилось именно вот к нашим истокам. И, скорее всего, это был вовсе не бизнес-проект, это был, наверное, проект осознания самих себя и своих корней. И вообще мы не предполагали, что это будет так глобально, что на это нужно будет такое количество денег, сил, энергии, знаний, вот самое главное, которых у нас не было. И пошел процесс, наверное, поиска информации, накопления знаний, поиска специалистов, которые в этом разбираются чуть лучше, чем мы. Ну, в общем, начала собираться какая-то команда от импульса с восстановлением этих ворот. И мы в какой-то момент сказали, да, наверное, может быть, мы за это возьмемся, при условии, что вы не будете нам диктовать, как это делать, потому что первый проект, который нам показали, и сказали, ну вот вы могли бы вот так сделать, это был проект из бетона, из судакского камня, и то, и другое не могло, ну там бетон не мог существовать, понятно, в то время, а судакский камень не мог быть привезен так далеко, потому что не было таких дорог. Ну и мы вот взялись за этот проект, пригласили к себе человека, который точно в истории и в археологии знает больше, чем мы, Приднев Сергей Викторович, археолог, который впоследствии стал нашим большим другом, который нам начал рассказывать, что, как, в какие исторические периоды находятся. Мы начали делать раскопы, искать камни, фундамента, находить камни и позднее уже отдавать на биохимический анализ камней, которые находились в этих воротах, который подтвердил их временную принадлежность к концу 15 века. Ну и собирать старые камни. По классике жанра нельзя было брать камни с кладбищ, с отхожих мест. И, как ни странно, для нас с мельниц нельзя было брать по вот нашей религии камни. Начали собирать камни из окрестных сел, потому что они имели другую конфигурацию, другие размеры. И вот собирать старые камни, камни с историей. Это было 2 слоя камней, и между ними был саман, и забрасывались мелкие камушки. То есть лапшой не могли строить. Это было такое очень сложное сооружение, целесообразное в тот временной период. Искать фотографии, каковыми были ворота период
перед разрушением, у нас есть последние фотографии, 1958 год, потому что в 1959 году ворота были снесены. Есть съемки, как их сносились, мы нашли такие архивные съемки, потому что в определенный период за ними построился хлебзавод. И часть ворот стали стеной хлебзавода. И благодаря этому нам удалось найти камни именно с этих ворот, камни 15 века. То есть вы так именно в первозданном виде старались их восстановить, такими, какими они были? Практически невозможно сделать их первозданным, но боковой свод ворот и камни 15 века мы сняли штукатурку вот с этой стены, которая примыкала, нашли аутентичную вот эту вязку камни, да, все остальное восстанавливали из старинных камней, которые собирали по долам и весен из лежащих сел. Но мы понимали, что эти камни несут другую энергетику, они несут частично нашу историю, они другие по размерам. И потом эти ворота, они назывались Одун Базар ХПС. Одун – это был дорогой такой предмет для отопления. Топили-то, собственно, не дровами в степной части Крыма, а дрова привозили либо на галерах из Турции, поскольку здесь не было деревьев, и дрова стоили достаточно дорого. И если там одна корова стоила 13 копеек, то пуд дров стоил 3 копейки, да? То есть позволить себе топить дровами могла лишь только состоятельная семья или такая там, где без этих дров нельзя было обойтись. Поэтому эти ворота назывались Одун Базар ХПС. Это были одни из 5 ворот города-крепости Кезлева. Именно так называли город в средневековый период. И когда говорят о том Гизлевские ворота, Гезлев, Гезлев, это несколько неправильно, потому что в степном диалекте крымско-татарского языка буква «г» практически отсутствует. Возможно, он мог бы и называться Гезлевым, если бы он находился на южном берегу, но он находился в степной части Крыма, и его местные жители называли именно так. Это самые крупные ворота, через которых процессия крымских ханов после дува, после молебна в хан-Джами уходила восходить на престол в Бахчисарай. Именно из этих ворот дорога шла в центр Крыма. И ворота, на самом деле, на 3 уставных таких вот плоскостях. Это первый этаж, это кусок самой крепостной стены с 2 арками, из которых выставлялся в определенный период пушки, чтобы простреливать под простенок, или под стенок даже быть более точными. Дело в том, что ворота выступали из-за стены, а стены как крылья отходили вправо и влево от ворот. Да? Вот. 2-й этаж мы сделали кофейню, а 3-й этаж макет города к концу 15 века. Дело в том, что никогда в фортификационных сооружениях, понятно, не было строений. Мы сохранили их фортификационность, не делав никаких окон, а сделав лишь только бойницы. Но подумали, что если кофе для нас, крымских татар, больше, чем напиток, это ритуал, то мы можем себе позволить вот такую вольность. Вот. Затем вот на 2-м этаже у нас кофейня, идет переплет самих лестниц и вернисаж с такими картинами, где мы меняем постоянно картины художников, делаем фото, выставки и так далее. И 3-й уровень – это макет 5 на 9 метров, он подсветку имеет, звук, и вы, попадая на этот макет, погружаетесь во тьму и вместе с городом просыпаетесь и разглядываете его вот эти кривые улочки, пение муэдзина очень свойственно тому периоду, знакомитесь с тем, что, оказывается, было 24 мечети, и узнаете позднее, что мечети строили от призыва муэдзина к молитве и призыва. А вы можете, например, заинтересовавшись, узнать, что воздух вокруг мечети, церквей, и даже сейчас утверждают, что пирамиды Хеопса тоже, что воздух вокруг них имеет минимальное количество бактерий, потому что молитвы, которые произносятся они каким-то чудодейственным образом. Возможно, это какая-то эзотерика, и я сейчас, наверное, может быть, буду оскорблять какие-то основы людей больше знающих, поэтому прошу извинения, но воздух вокруг религиозных сооружений, он более чистый. Он имеет несколько другую бактериальную среду. И язык, и религия, ну, это основополагающие моменты, которые сформировали наш народ как народ, который сформирован на протяжении с 4 по 16 век из 32 народов. И к 16 веку это уже единый народ с одним языком и с одной религией.
И нужно сказать, что итальянцы как нация сформировались к XVIII веку, а вот мы к XVI. Ваши корни, они ведь тоже, из Кизлева, да? То есть для вас это такие родные места? Да, по отцовской линии мама у меня родом из Симферополя, с Ахмечита, а папа вот из этих мест. И для нас это прям как-то очень важно было попасть сюда. И когда вот папа уезжал, он и искал места поближе. Ну и вы, наверное, заметили, что многие пытались попасть туда, откуда они родом. Просто на южном берегу шансов было меньше. Вот Да. здесь вот в Кизлево было побольше шансов. Хотя моя прабабушка, и вот тут тоже история целая. Моя прабабушка, ее звали Райме, а Джанам ее называл отец, потому что она из рода хаджи. Она сама совершила хадж. Она из Бахсана, это Белогорский район, село сейчас называется Межгорное. Вот, и после первого периода аннексии ее отец увозит в степь, чтобы она смогла выйти за татарина, чтобы ее не похитили. Ну, то есть вот если уходить корнями туда, то можно прям пласты истории понять. И вот, собственно, мы вот, да, отсюда, из Кизлева родом. Это здорово. Мне кажется, именно вот это, что это стало для вас таким личным, и это ваше отношение, оно чувствуется вообще во всем, что вы делаете. То есть это такая любовь к этому делу, к этим местам, вообще к Да, Крыму. да, и мы когда вот уже в осознанном возрасте, лет, наверное, 5-6 тому назад, повезли папу в Бахсан. И он впервые увидел, откуда его прабабушка, и мы это сфотографировали, это так трогательно оказалось. Вот совершенно другой ландшафт и так далее, да. Ну, в общем, я абсолютно считаю, что все наши корни отсюда. И мой папа всегда говорит, что степь крымская, он на татарском говорит «Оклавдайн джайлиган бзын чоллер», да, это как пласт текста, как будто раскатанный, скалкой умелый, где ты видишь горизонт, и этот горизонт тебя подпитывает, и он как-то тебе дает силы. Очень поэтично получилось Да, так. да, да. Вот у вас на втором этаже, как вы уже сказали, там кофейня, и вы правильно заметили, что кофе это для крымских татар не просто напиток, это действительно целый ритуал, часть культуры, и поэтому именно в этом вы пошли дальше. То есть у вас есть всем известный Кырым кавесы, у вас есть бренд Каве. Расскажите немножко об этом тоже. Да, и даже о кофе вообще оказалось. Вот смотрите, вот вообще ни для кого не секрет. У любого татарина спроси, как называется чайная ложка, они тебе скажут хаве хаших, правильно? У любого спроси, а как коричневый цвет называется? Они скажут хаверенко. Вообще никогда мы не задумались, а почему? Если бы в нашей истории в корнях кофе не играл такое значение, наверняка коричневый цвет назывался бы по-другому. А чайная ложка условно могла иметь другое название, да? Бабам, мой отец, говорит, что в голодные, вот во время Второй мировой войны, он говорит, что за килограмм кофе отдавали здесь путь топленого масла, но кофе должен был быть всегда. Дело в том, что Крым всегда находился на стыке караванных путей. Кофе, конечно, никогда не выращивали в Крыму, но есть чайная культура и кофейная. Мы, крымские татары, очень кофейная культура. И сегодня понятно, что как только человек приходит на порог, еще нет еды, но кофе обязательно подают. Я искала истоки, откуда вообще вот это, да, ну, кофе все-таки это больше десерт, это больше там вторая половина после еды. А для нас это не так, потому что у крымских татар очень высоко всегда было чувство собственного достоинства. Люди вообще жили небогато. Но самое дорогое, когда приходил гость, а гость всегда был дарован Всевышним, самое дорогое, что есть в доме, обязательно предлагали этому гостю показать, что все у меня хорошо, жалеть меня не надо, у меня все в норме. И это самое дорогое зачастую был кофе. И поэтому наличие кофе в доме говорило о достатке семьи. И поэтому это вошло в нашу культуру. Начали пытаться жарить кофе и прошли целый перечень таких вот. Нам сначала казалось, что мы, татары, так в кофе хорошо разбираемся, и мы вообще так классно варим кофе, а потом поняли, нифига мы не разбираемся в кофе и не умеем его варить хороший. Почему? Потому что вот эта связь с кофе, она была прервана. А прервана она была в силу многих причин. Да? Это целые пласты истории, когда вдруг разрушилось одно, появилось другое.
Третье, караванные пути, которые перестали приходить, советский период, обнищание и так далее, и так далее, и так далее. И очень долгий период кофе был номинальным. Его жарили из гороха, из ногота, его делали из цикория, его жарили арпаховеса. Ну, это он был уже по виду больше кофе. И вот это вот умение понимать кофе, оно было прервано. И мы сейчас до сих пор не понимаем, что вот эта связь не восстановлена, вот эта ниточка историческая не восстановлена. И в какой-то момент нам очень здорово повезла наша пытливость, и мы нашли человека, который в 2016 году занял первое место в мире по обжарке кофе. Им оказался простой парень из Самары. И это был взрыв в кофейном мире, когда парень из России вдруг занял первое место, а второе заняла Бразилия, а третье Япония. Мы списались с ним, он оказался очень прост, ему было 24 года на момент вот этого. И он согласился к нам приехать, мы получили консалтинговые услуги, ну, достаточно дорогие, как и понятно, человек себе уже имя создал. И он приехал, и он попытался научить нас разбираться в кофе на химическом уровне. Ну, это была первая такой опыт, и потом мы уже купили кофемашину, которая, если переводить ее на уровень машин и взять «Жигули», если это первая наша машина была «Жигули», то теперь «Мерседес», это немецкая кофеобжарочная машина. Вот такие вот градации и такие ступени, по которым мы прошли по кофе. Я думаю, что они не самые высокие, мы будем продолжаться двигаться. А потом мы поняли, что мы должны создать. У нас сначала был Кезлев, Хавеса, там разные. Потом мы подумали, что мы должны географию расширить, и мы забрендировали бренд Хрым Хавеса, а потом бренд Хаве как таковой. И это не только про кофе, это еще про звук нашей речи, к которому мы должны привыкнуть, и который может быть странным, но который миру должен донести, что вот такой небольшой, но очень гордый народ, и у него есть культура, и эта культура упирается, помимо прочего, еще в кофе, и это еще про достоинство, и это еще про качественный продукт и так далее. Диляра Ханум, ваш этнокомплекс, он со временем разрастался, сейчас у вас и ресторан Джеваль, и отель, то есть это уже такой именно действительно комплекс произошел, но вы сохраняете те же традиции, то есть все это пропитано любовью к Крыму, там везде чувствуются этнические мотивы. Расскажите об этом, и вообще вы как пример такого удачного бизнеса, то есть так, как нужно вести бизнес, а крымским бизнесменам, мне кажется, вообще многому еще стоит поучиться. Вы в этом плане могли бы даже какие-то советы дать. На самом деле, мне кажется, что если двигаться к вершине успеха, то есть два пути. Один путь – это от знания и от ума, а второй путь – это от души и от любви. Но этот пик и в том, и в другом случае, если двигаться по этой дороге, будет найден. Мы как раз и из тех людей, которых не хватало знаний, ну, ум-то, может быть, было, а знаний не хватало, мы больше от любви двигались. И просто в нашем случае Аллах Холлайнберда, вот наши усилия, наш ниет, он получил такое вот какое-то Божье благословение, может быть. Говорят, что если ты выберешь сложный путь, ты можешь выиграть в том, что у тебя вообще-то не очень много спутников будет на этом пути. И тогда ты будешь где-то стоять особняком. Ну, например, да, все подушки у нас, неважно где теперь на комплексе, они все забиты соломой. Потому что так делали наши предки. Потому что ты опираешься, и ты почувствуешь хруст соломы этой. И это экология. И это что-то, что держит форму. Позже мы узнали, что самые лучшие подушки из соломы делают вообще из соломы, из рисовой соломы. Она более гибкая, она не ссыпается, потому что солома, она же дробится, и потом тихо-тихо-тихо опадает. Ну уж точно, они не из поролона, как делают часто. Те держат форму, но это совсем другая история. Да, там, где мы можем прикоснуться к своему, если столы, например, в кофейне, то они низкие. И низкие они, да, может быть, не так удобно за ними сидеть, но так было всегда. И основой этого они из нашей религии. Потому что считалось, что еда должна занимать незначительное место, ниже. Потому что помыслы твои должны быть ближе к Всевышнему.
Потому что ты сегодня есть, а тебя завтра нет. Ты сегодня кушаешь, ты должен думать о вечности, о Боге, а не на еде, которая у тебя на столе. И это формировало какую-то дизайн помещений, какие-то предметы быта и так далее. И, пользуясь возможностью, я хочу пригласить наших бизнесменов к этому присоединиться. Смотрите, у нас великолепно, у нас не только музыка и музыканты, которые играют свадьбы, важны. У нас есть прикладники редкой красоты вещи производящие. У нас есть керамисты, художники, и они делают все очень глубинно. Да? То есть изучают орнамент, а орнамент, дело в том, что ислам же запрещал изображение людей и животных, и зачастую вот глубина, она всегда сохранялась в орнаменте, в камне, в дереве. И это всегда это было то, что о чем-то говорило, что-то конструировало, что-то желало. И если брать какие-то предметы декора, то очень было бы здорово, чтобы они были настоящие. Мы делали круглый стол, и Рустем Дервиш сказал одну такую вещь, которая мне очень понравилась. Он сказал, что если мы хотим сохранить что-то свое, это не обязательно стоять с плакатом у Ханского дворца, ну, потому что по многим причинам это невозможно. Но можно построить дом, и когда ты заезжаешь в крымско-татарский поселок и видишь дом в крымско-татарском стиле, это такой же, ну, такое же возвращение к корням, или такой же протест, или такая же дань моде, или вектор, который закладывает моду. И вот в этом у нас есть великолепные архитекторы, к услугам которых можно обращаться и делать более грамотно, и придавать Крыму крымско-татарское лицо. Вот слушаю вас и понимаю, что вы вначале говорите, что это сошли звезды, это повезло, но на самом деле это огромный труд и просто ответственный подход даже к подушкам каким-то. И с этих мелочей, в принципе, складывается вообще вся цельная картина. Нет, это просто прикоснуться к корням. Вот посмотрите, я все время, когда к нам ребята приходят, я говорю, посмотрите, у нас есть два качества неоспоримых. У нас есть и недостатки, я о них помолчу, да, но неоспоримых два качества, которые принадлежат нашему народу, точно. Это чистота и вежливость, и гостеприимство. И вот умение что-то делать основательно. Это же из наших корней. Почему, говорят, ой, татары вечная стройка? Построил одно, пристроил, перестроил, достроил, 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 достроил. Перфекционизм какой-то. Мы слишком Европа для Востока и слишком Восток для Европы. Мы вот на этом стыке. И если мы будем черпать в наших корнях, у наших родителей, то мы многого добьемся, и это единственная возможность воздать нашим. Возрасту моих родителей, которые пережили самые-самые тяжелые годы, и им надо погордиться своими детьми. И если мы и наши дети будут делать что-то татарское, то мы им подарим последние годы их жизни, а пусть они будут очень долгими, вот эту гордость, что это не исчезло. Мы, наверное, многие плохо разговариваем на татарском языке, это минус, но мы будем стараться. Это то, что мы можем им вернуть. Гордость за то, что мы держимся своих корней, и что берем за руки своих детей и ведем в это тоже. Это просто надо в себе разыскать. И все. Просто. Вы упомянули то, что нужно открывать какие-то скрытые таланты. Ну, не то, что скрытые, людей, которых, может быть, мало кто знает. И это еще одна такая вещь, которой вы часто занимаетесь. То есть и в вашем этнокомплексе проходят какие-то выставки, где вы открываете новых, может быть, неизвестных до этого художников. Вот даже картина у вас за спиной, насколько я знаю, это Да, Эльзара да, Курсаитова. да, И да, да. Кстати, впервые ведь выставка была в вашем комплексе. И, наверное, я поняла, что если у меня какой-то есть плюс, то этот плюс – умение ловить энергии и организовывать их. И мне очень нравится молодым давать дорогу. И вот это была и выставка, когда я вдруг где-то в Алеме увидела ее картину, и я ее разыскала какими-то окольными путями, познакомилась с ней по телефону, сказала, давайте. Потом, допустим, Ленур Велиляев, великолепно его называют сегодня крымским Ван Да, Гогом. потрясающий А художник. вот эта вот картина «Девочка молодая», вот за мной, вот она, это Юлечка Адажу, она Евпаторийка, великолепные акварели, много-много-много всего. Ильдарчик Гусенов, я ему не дала дорогу, но я очень горжусь знакомством с ним. Он очень глубокий человечек, его супруга, которая великолепно вышивает, Рустемский. Это люди как раз, помогая им,
вы можете дать возможность им двигаться дальше. Один из последних ваших сюрпризов, так сказать, это артбук той Севге Арфесе, да, который, насколько я знаю, идею вы вынашивали очень долго. То есть именно создание такого альбома, где были бы показаны истинные крымско-татарские традиции, их красота, скромность. И в итоге, наверное, именно поэтому получилась такая очень яркая работа. Этот артбук – это невежество, которое заменило мужество. Потому что я никогда не предполагала, что это так сложно. Вдруг мне пришло в голову, а почему бы нам не сделать? И казалось, что раз, и все готово. Ничего подобного, ничего не бывает быстро. Но это такая увлекательная дорога с командой. Вот, кстати, в этой команде, наверное, как бы собран был некий оркестр. Линьяра Бибулаева – великолепный фотограф, которая потом стала коммуникатором, который все эти ниточки мне помогала собирать. Фотографы, и прям молодые люди, ну, такие глубоко интересные все. Вот их можно всех перечесть. Исмаил Тантана, и Ахтем Мусиинов, хирург, пожалуйста, Смаил, он имеет великолепное образование педагогическое. Ришат Алиев, экономист. Линьяра Бибулаева, фотограф по признанию. Мой сын впервые здесь стартанул Гиреей, он очень любит фотографировать. То есть собралась команда. И оказалось, что это не просто про информацию, это не просто про фотографии. Одним из героев этой книги были даже не молодые, а сама природа Крыма. Это поиск локаций, а потом уже поэты. У нас даже есть стихи, которые мы сюда именно просили молодых поэтов написать. Очень-очень много людей, оказалась очень большая команда и очень много старинных вещей, которые надо было найти. Я, например, нашла феску кизлевской работы, которой 120 лет. Это жемчуг и золото в частной коллекции. И я узнала, что эта семья, вообще искусная была семья, которая этим занималась. У них даже был такой прием, они, вышивая что-то, на 2 недели оставляли в сторону. И только через 2 недели, через месяц отдавали как готовый результат, чтобы никто не сглазил быстроту их работы. Да, вот. И, в общем, очень много таких интересных вещей мы нашли, настоящих, которые там присутствуют, и лица. И вы знаете, в этой книге сначала у меня было желание выбрать самых красивых героев, таких ярких, темные волосы, голубые глаза, контрасты. А камера, она оказалась такой искусной, она выбрала самых искренних. И очень много удач, которые нам шли навстречу. Мы делали, например, фотографию у Ахая, ребята на лошадях, и вдруг какой-то пастух гонит целое стадо баранов. Если бы мы задались целью найти отару, пастуха возрастного, который гонит, то нам это бы неимоверных усилий бы нужно было. А тут вот он пригнал нам их и попал в кадр. Мы радовались безмерно. Вот и что значит такое незабываемое впечатление. Но гораздо сложнее было напечатать, найти вот эти фольга, накладки. У нас там в книге есть тактильное ощущение, которое мне захотелось. То есть если феска, ты ее трогаешь, и ты чувствуешь ее вот фактурность. Если кинжал, то там ламинированная часть идет, лезвие, где ты вот чувствуешь его. И накладка, там вот это вот парень стоит, например, и на другой фотографии подоконник и платочек, который ставится, если девушка возвращает его вышитым, то это означает согласие, а на другой стороне там парень. И этот лист пергаментный, он несет этот рисунок, и если его складываешь вправо, он попадает прямо на платочек, показывая, что он вышит, она согласна. А когда влево, то на грудь ему, что это любовь, это не просто он положил платочек на подоконник с угольком, прося стать ее хранительницей очага, что это его душа этого просила. Ну, такие вот какие-то творческие моменты, которые делают эту книгу несколько другой, ну и, к сожалению, формируют ей очень дорогую цену. Но это такие штучные вещи. И в этой книге, кстати, мы оставили возможность впереди, сделав прорезе, вложить фотографию, пригласить стать соавтором каждого, кто купил эту книгу, приобрел или дарит кому-то, потому что через глаза этого героя, этой фотографии, современного ли, дедушек и бабушек, их, которые формировали их семью, показать, что это история их любви.
их книги, Свадьба — это общение. вообще такая отдельная тема, о которой вы тоже нередко говорите, о том, что наши крымско-татарские свадьбы, они немного, скажем, отошли уже от тех торжеств, которые у нас были раньше, и что стоило ли бы нам тоже вернуться к корням, то есть посмотреть, какими красивыми у нас были традиции раньше, скромными, утонченными. Да, Вот в этом в них плане. много пафоса и меньше тепла, и это некое создание картинки, и все по хороводу в этом участвуют, и мы, к сожалению, разделены не только в полосочку, но и в клеточку, потому что у нас есть свадьбы соблюдающих, несоблюдающих. Каждый старается занять и сделать эту картинку там красивее. И понятно, что наши свадьбы видоизменились, они никогда не будут былыми, но что-то привносить, что-то возвращать из былого, искренность и чувство собственного достоинства, не бежать друг за другом, а что-то очень настоящее пытаться сохранить, как вот в этих подушках солома, не делать поролона, а возвращаться хотя бы элементами какими-то в былое, то можно, ну можно хнаги, джасы, его уже сегодня делают, можно какие-то новые традиции заводить, можно не делать свадьбы такими многолюдными, можно их делать другими, можно их делать, была целая, вот в моей молодости была целая, наверное, такая ностальгическая нотка у многих нашего поколения есть, когда свадьба заканчивается, собираются самые близкие и сидят. Да? Но это невозможно в зале, который ты снимаешь на несколько часов, условно с 6 до 12. И это здорово, потому что здесь другой климат, здесь невозможно делать. Многие друзья мои содержат банкетные залы, я очень рада за них, да, но может быть где-то и во дворах делать, и может быть какой-то другой формат принять еще где-то отчасти можно было бы. Или делать меньше количеством, но раздробить на несколько дней, как это было раньше. Ну, может быть, я не знаю, это надо в поиске быть. Вот Ну, смотрите, возможно, вся эта да, вот смотрите, мы же с вызовами вот с этими столкнулись, когда мы на расстоянии, но это еще и возможно, что где-то можно снять с очень профессиональными фотографами, видеографами, а где-то можно снять чуть другое, и это где-то. Можно не делать макияж, который делает всех невест похожими одну на другую, а оставить некую живость в лице, да, а на это же уходит очень много денег, да, но это целая сейчас индустрия свадебная. Но где-то подужаться в этом и привнести другое. Вот мы как-то разговаривали со Смаилом Тантановым, он говорит, я когда прихожу на свадьбы, мне очень интересно сфотографировать вот этот недостроенный дом, руки бабушки, которые кофе варят, а все требуют другое, требуют красивую картинку, которая была у тех, у тех, у тех и у тех, своеобразная love story, которая уже будет на свадьбе, а вот через 10 лет будет интересно совсем другое. И надо делать свадьбу, которая будет интересна через 10, 20, 30 лет. Она должна быть нашим временем. Не евроремонтом свадебным, а настоящей крымской свадьбы, крымско-татарской. Ну, возможно, нынешняя ситуация, в которой оказался весь мир, как-то поможет переосмыслить, переоценить. Сейчас все говорят о переоценке ценностей. Возможно, в какой-то степени это нам даже поможет. Да, и я думаю, что как раз ваша роль тут очень велика. Но надо моду на другие свадьбы создать. Это гораздо сложнее. Создать моду и сделать варианты там одного вида на один бюджет, на другой, на третий, и показать, что все эти бюджеты того стоят, можно сделать за столько, за столько, и за столько, и за столько. И все равно она будет, потому что, как вот в невесте, о которой я вам говорила, важнее искренность. Не красота, а искренность и тепло, да, во всем. Ну, на этой позитивной ноте очень было приятно с вами побеседовать. Может быть, какие-то несколько советов по поводу того, как оставаться такой же позитивной и такой же красивой даже в условиях карантина. Ой, спасибо, спасибо за комплимент. На самом деле, когда вот мы писали книгу, собирали эту книгу, артбук, я нашла очень красивые слова, которые мне очень близки по душе. Из камней прошлого строят ступени в будущее. У нас у всех есть прошлое. И это прошлая сказка, каким был Крым. Период до депортации,
какой Крым стал после нашего возвращения сюда. И очень важно беречь эти камни, потому что только они помогут нам строить ступени в будущее.